эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Ветродизельный комплекс запустили в Тикси. 30-летний юбилей отмечает лаборатория клинической иммунологии Ленска. Подробности в этом выпуске. А в Алекминске подвели итоги года столетия дошкольного образования. В Тикси запустили ветродизельный комплекс. Это международный совместный проект Русгидро, японского правительственного агентства и правительства Якутии. Новый ветродизельный комплекс запустили во время телемоста, который объединил Якутск, Тикси, Токио и Москву. Ветродизельный комплекс готов к пуску. Уважаемый Виктор Викторович, разрешите пуск ветродизельного комплекса? Разрешаем. Ветродизельный комплекс готов к запуску. Новый объект значительно повысит надежность энергоснабжения изолированного арктического поселка Тикси с населением почти 5000 человек. Его плановая годовая выработка более 12 миллионов киловатт в час. Отмечается, что при этом экономия дизельного топлива составит до 500 тонн в год. А современные дизель-генераторные установки могут работать не только на дизельном топливе, но и на более дешевой сырой нефти, что также позволит снизить себестоимость выработки электроэнергии. Межведомственная комиссия Минтранса России одобрила проект строительства Ленского моста. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев во время встречи с журналистами. Руководитель региона отметил, что проект поддержан и внесен на рассмотрение в правительство России. По словам Айсена Николаева, пока не решен вопрос долей финансирования. Глава региона выразил уверенность, что при поддержке президента страны и правительства финансовые вопросы будут до конца отрегулированы. Малую атомную станцию планируют построить в Устьянском районе. Об этом сообщил также глава региона Айсен Николаев в ходе встречи с представителями СМИ. Он отметил, что появление станции малой мощности заметно повысит качество жизни местных жителей. Также в рамках прогресса промышленности в районе развивается добыча олова и золота на месторождении Кючус. Утилизацию частей космических аппаратов, упавших на территории Якутии после успешного запуска ракеты-носителя с космодрома «Восточный», обсудили в регионе. Первый замминистра экологии Семен Яковлев отметил, что в Кобяйском районе обнаружен фрагмент достаточно большого объема. По его словам, примерно такой же падал уже на территории Якутии и был успешно утилизирован. Что касается Алданского района, то поиски там пока невозможны из-за погодных условий. Завершая совещание, председатель Госкомобеспечения Дмитрий Лепчиков сказал, что эвакуация начнется только после обнаружения всех частей. Необходимо проработать все варианты эвакуации и утилизации фрагментов, рассмотреть предложения и выработать оптимальные варианты, отметил он. Дальневосточную авиакомпанию создадут до 1 февраля следующего года. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чукунков. Он отметил, что договоренности были достигнуты с главами субъектов Дальневосточного федерального округа. Авиакомпания будет работать на базе «Авроры». Теперь об эпидобстановке в регионе. За сутки в республике зарегистрирован 201 случай COVID-19. По информации оперативного штаба, в Якутске заболели 89 человек. В Алданском районе 14 случаев, в Нюрингринском 9, в Мегино-Кангаласском 8. 7 человек заболели в Мирнинском районе, по 6 случаев в Вилюйском, Татинском и Усть-Алданском районах. В остальных районах Якутии от 1 до 5 заболевших. 5 человек скончались за сутки от COVID-19. В ходе брифинга замруководителя оперштаба Ольга Балабкина сообщила о мерах безопасности во время выезда детей из домов-интернатов на каникулы.
приняли принципиальное решение о том, что непосредственно все дети, которые выезжают в районы на каникулы, они, соответственно, также будут подставлены как под педиатрический медицинский контроль на территории выезда на место каникулярное в пределах республики. И, соответственно, соответствующее медицинское наблюдение им будет проведено так же, как и летом. Ну и кроме того, до конца недели Министерство образования должно будет разработать порядок безопасного выезда детей к своим родителям из интернатов нашей республики. В этом году лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ-инфекции Ленска отмечает свой 30-летний юбилей. Год выдался для сотрудников сложным. Объем работы в связи с пандемией коронавируса увеличился в несколько раз. Светлана Балеева пообщалась с коллективом лаборатории. Вот уже 30 лет коллектив лаборатории клинической иммунологии и диагностики ВИЧ-инфекции проводит исследования крови пациентов на ВИЧ-инфекции, гепатиты, партуситы, на онкомаркеры. В списке еще ряд исследований. На гормоны, на аллергический статус. Но в последнее время в связи с эпидемией коронавируса с апреля месяца лаборатория более направлена, скажем так, исследование на коронавирус. Сначала в мае-июне была здесь развернута ПЦР-лаборатория. Сегодня в лабораторию поступает около 40 биопроб. Большая часть исследуется на наличие новой коронавирусной инфекции. По словам техников лаборатории, несколько месяцев назад ежедневно проводилось более 150 исследований. По крови лаборанты определяют, заболел человек коронавирусом, перенес инфекцию или же находится в стадии разгара болезни. Результат пациент получает в течение дня. Например, человек утром сдал анализ, и после обеда он уже готов. И мы, врач, который, например, направлял, он уже получает результат буквально после обеда. К тому списку исследований, которые ранее проводила лаборатория, добавились еще 2 вида на выявление коронавирусной инфекции. Вот сейчас я вам покажу. Это экспресс-тест, который делается быстро. 15-30 минут определения. Мы берем сыворотку крови, закапываем ее в лунку. И реагенты. 3 капли. Если у человека уже наработались антитела, мы увидим антитела к G либо к M, смотря в какой фазе у него сейчас идет заболевание. Лаборатория – режимный объект, так как все исследования проводятся по микроорганизмам 3-4 группы патогенности. В коллективе трудится 9 человек. С самого утра лаборанты проводят исследования. Стараются все поступившие биопробы отработать за день. Сразу же электронным письмом результат отправляется врачу, благодаря чему назначается своевременное лечение. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Новое здание дома-интерната для престарелых и инвалидов построят в селе Намцы. Как сообщила министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова, поддержка получена на федеральном уровне. Строительство объекта на 65 мест начнется в 2022 году. Общая стоимость проекта – более 450 миллионов рублей. Более 30 памятников отремонтировали и восстановили в Якутии в рамках проекта «Сохраним памятники». Он действует в регионе с прошлого года. Суть проекта в том, что неравнодушные люди, трудовые коллективы или общественные объединения вносят посильный вклад в сохранение культурного наследия региона. Обязательное условие – реставрационные работы должны быть согласованы с Департаментом Якутии по охране объектов культурного наследия. Мы дальше будем реализовывать этот проект, дальше будем еще усиливать и привлекать больше средств, больше участия компаний, предприятий республики в реализации этого проекта. Наша цель – реализовать к столетию нашей республики, 2022 году, 100 объектов культурного наследия, то есть восстановить 100 объектов культурного наследия республики. Это было бы замечательным подарком к юбилею нашей республики. Снежные скульптуры символов года создает житель Амги Аполлон Захаров. Первую фигуру он слепил в далеком 2001 году по просьбе воспитателей детского сада, куда ходили его дети. С тех пор мастер ежегодно делает фигуры различных сказочных персонажей и животных. В этом году мастер слепил 3 снежных быков. А на подходе сказочные персонажи на площади Славы. В этом году Аполлону Захарову помогает его дочь Туймада, которая учится в художественном училище. Дочка учится в художественном
последний курс, и вот так как у нее есть талант к этому, к творчеству, и да, тоже приходит, помогает, немножко советуемся и обсуждаем это дело. В основном образы такие вот, быт и мультперсонажи. В Алекминске прошло торжественное закрытие года столетия дошкольного образования. Кубок, пройдя по всем дошкольным учреждениям Алекминского района, торжественно передан в управление образования района. Все подробности у Елены Фаст. Последние денечки перед Новым годом самые волшебные и сказочные. Наверное, символично, что именно в эти дни прошло закрытие года столетия дошкольного образования. Ведь дети – это настоящее чудо. История каждого дня с чистого листа. Самое, наверное, основное – это первая ступень дошкольного образования, когда мы своих любимых дочерей и сыновей даем в надежные руки. Это первая ступень всей большой системы образования, которой мы доверяем своих людей. Это самое ответственное. И вот благодаря, наверное, этому правительство нашей республики уделило в этом году такое большое внимание. 40 лет в дошкольном образовании у Маргариты Георгиевны. Это огромный опыт. Каждое десятилетие, оно особенное. В каждом десятилетии свои приоритеты, свои индикаторы оценки развития. Естественно, свои проблемы и свои достижения. Даже в сегодняшнее сложное такое непростое время дошкольные учреждения Алекминского района работают успешно. Они уверенно, конкурентоспособны в районе, в республике и даже в России. Любовь к детям – основное, что нужно тем, кто работает с малышами. Но сегодня новые технологии не отделить от детства. Скорее, надо уметь применить их во благо. Пространственная среда новая выстраивается, абсолютно другая. Да? Сейчас мы для ребенка выстраиваем, стараемся создать все условия для его развития. В 5 областях, как и для познания, для его любознательности, для его физического развития, для его здоровья в первую очередь. Все пространственная среда и образовательная среда должна соответствовать. Год, конечно, непростой. В считанные дни изменилось многое. Тем не менее, каждое утро ребятишек все так же встречают улыбки воспитателей, и каждый день открывает им новые страницы. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К этой минуте у меня пока вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Берегите себя, чаще мойте руки, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. До встречи в эфире.